Пандемия коронавируса может внести свои корректировки в проведении весенних праздников, в том числе и 9 мая. Некоторые нововведения уже предусмотрены. Например, с 3 апреля в России запустят телевизионную версию «Бессмертного полка». Акция будет проходить весь апрель и май на отдельном телеканале под названием «День Победы». Презентация проекта состоялась в Москве. На ней побывал и наш СОБКОР Максим Кардозу. Кажется, что презентация телевизионной версии «Бессмертного полка» стала прямым отражением действительности. Пресс-конференция онлайн, минимум журналистов в студии, вопросы через соцсети. Коронавирус заставил подстраиваться под нынешние реалии и представителей СМИ. Причем появление такого патриотического ТВ-проекта именно сейчас кажется даже логичным. Неизвестно, как будут развиваться события до 9 мая, разрешат ли проведение «Бессмертного полка». И узнать про альтернативные варианты проведения всенародной акции памяти действительно важно. Каждому человеку 9 числа, даже если не будет установлено режима карантина, надо задать себе вопрос, готов ли он рисковать здоровьем своих детей и особенно людей старшего возраста. Я просто знаю по нашему опыту 8-летнему, что в колоннах «Бессмертного полка» очень много людей взрослых. И это те, кто в первую очередь попадает в зону риска. Поэтому я уверяю, что личная память не может иметь одной формы в виде шествия колонн, потому что и тот проект, о котором мы сегодня говорим, это форма проявления личной памяти. Новый телеканал «День Победы» круглосуточно будет показывать художественные, документальные фильмы, сериалы о Великой Отечественной. Но главной для многих станет программа «Бессмертный полк» в эфире, куда любой желающий сможет отправить историю своих родных. Мы привлекаем наших зрителей к созданию этого канала. С помощью проекта «Бессмертный полк» мы хотим, чтобы наша аудитория присылала истории, фотографии своих героев, для того, чтобы мы могли в том числе делать из этого классный контент, который будет интересен нашей широкой аудитории. И все это вместе должно сделать наш проект уникальным и не похожим на остальные проекты. Чтобы стать участником проекта «Бессмертный полк» в эфире, нужно лишь загрузить на сайт «Нам важно помнить.рф» фотографии и истории своих близких, сражавшихся за Родину. Эти материалы объединят видеосюжеты, а после окончания проекта все они будут храниться на официальной странице «Бессмертного полка». Максим Кардозу, Виктор Ольцев, Москва.